Assalomu alaykum, hurmatli ekran altki ko'raman do'stlar. Qadam TV kanali taqdim qilib o'tgan usul shaydonlari programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Bugun bizning programmamizning mehmoni Artsirus show baletining badiiy rahbari, rejissyor, baletmeyster Aynura Ayupova. Assalomu alaykum Aynura da. Assalomu alaykum. Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat sizga. Bizning studiya nomidan programmamizda sizga cho'ng-cho'ng rahmatimizni aytamiz. Shundoq vaqtingizni bo'lib bizning studiyamizga kelganingizga. Aynura da meniki sizga qo'yarim birinchi savolim. Endi siz to'g'riliq bizni ko'rarmanlar, xalqimiz to'g'risi bilib ketmaydi. Shuning uchun o'zingizni tanishtirib, o'zingizniki usulga degan hayotingiz qanday boshlandi, o'zingizning oilangiz to'g'riliq bizniki ko'rarmanlarga so'zlab o'tib ketsangiz. Rahmat degan so'zingizga. Я родилась в семье артистов. Мой папа руководителем был ансамбля, уйгурского ансамбля Таннури в Горном Гиганте. Впоследствии он стал директором этого Дома культуры. А до этого он работал в уйгурском театре, ансамбль «Нова». 15 лет отец проработал. И потом создал свой ансамбль. Вот в этом ансамбле я выросла. С 3 до 8 лет отец меня отдал гимнастикой. Занималась гимнастикой. Гимнастикадан башладыңыз. Гимнастикадан башладым. После того, когда мне исполнилось 9 лет, 8 лет я прозанималась гимнастикой, художественной гимнастикой. И когда мне исполнилось 9 лет, и я поступила, прошла конкурс по отбору в балетное отделение. Это училище имени Селезнева. 9 yaşınızda. 9 yaşımda. После этого всего, когда я проучилась там в 15 лет, я получила травму. Это неправильно поставила ногу, и у меня получился вывих коленного сустава и трещина коленной чашечки. И поэтому дальше учиться в балетном отделении мне уже грозило уже... Да, сказали, что это уже продолжать, это потом будет инвалидность, потому что надо беречь ногу, и мне просто запретили врачи. Жалко, конечно, очень, потому что моя деятельность росла в гору. Это было вообще очень красивое, легкое. Мен я бір қойдаған суалым Айнұрада сізге. Сізнеке мұшу ұсыл hayatыңыз 3 yaşыңыздың татып башланды дейді. Мұшу сізге ұсыл hayatыға ким сізні шүйеге ұсынды деп қойды ғой біз ғымнан еткенде? Я дадыңыз, я апыңыз. Şu kim muş usulga bağın dep sizge muş yol yorup kösetdi. Ya bolsa özüňiz muş 3 yaşınızda tatıp özüňiz ya usulga kızıkan debediniz mi siz? Sanatga degендек. Ну, я думаю, что у меня все-таки это заложено в крови. Қанды бабы болғандайсыз ғой. Потому что мой папа, он работал в уйгурском театре, в ансамбле, 15 лет он проработал. И после его пригласили как руководителя, как быть директором в Дом культуры в Горном Гиганте, вести кружок уйгурской музыки, уйгурской культуры. И мой отец, руководя ансамблем, работая в Дом культуры, многое дал мне. Да, многое дал в плане именно творчества, в плане познания танцев, познания искусства, культуры, красоты. Я закончила колледж, торговый колледж, но работала у отца в ансамбле. Ну, как бы моя творческая деятельность она не прекращалась. Да, я работала 10 лет у отца, также выступали, были гастроли. Были гастроли, конечно, по СНГ. Ездили и в Киргизии были, и в Казахстане. Ну, за границей я уже в более осознанном возрасте. Я поехала для повышения квалификации, потому что хотелось познать еще культуру другой национальности. И поэтому я на обучение уехала в Турцию. Вот там я брала мастер-класс у
учителей, очень известных учителей индийских танцев, направления в стиле Болливуд, религиозных танцев индийских, Бхаратанатьян, Одисси и Катхак. Вот, мне очень это нравилось, потому что все-таки наша культура, уйгурская культура, все-таки связана изначально, как древняя, да, если ссылаясь, из истоков, это, конечно, буддийское направление, поэтому индийские танцы мне очень нравились, мне хотелось познать больше, и поэтому я поехала на обучение. Вот. Ну, также, конечно, не просто ездила на фестивале, выступала очень много, лауреат. И здесь, в Казахстане, в 2010 году я поехала также представлять как бы и уйгурские танцы, и на свое направление, где получила звание и была занесена в книгу рекордов Гиннесса Казахстана как самый необычный танцор. Қайсы ұсылыңыз ба кірдіңіз сізде? Буддийский танец. Будда ұсылы білән, сіз манағын әткенде Қазақстандығы қызыл кітап, яғни болса, Гиннесла кітабыға кірдіңіз. Буддийский танец, да. Танец куклы. Буддийская кукла. Әді, енді сөзіңіздің бөліп әттім, яғни менеке сізге қойдыған суалым. Азыр сіз даватсыз үш шешімден татып, мен мұшы ұсылығы деген мұхаббеттім ойғандай деп қойдыңыз. Азыр мана сізді қазіргі уақытта шу үш шешіңіз, я болмаса, қанша шешіңізді ке, шу бірінші қайтым сәхінеді ойындаған ұсылыңыз есіңізді ме сізді? Есімде. Шу тоғыр сөзді 5 yaşta. 5 yaşta бірінші қайтым чоң сәхінді ойындыңыз. Чоң сәхінді. Шу ұсылыңыз тоғырлы, қандақ ұсыл болды, қандақ нақшы ойындыңыз. Бірінші қайтым сәхін шыққанда өзіңіздіңке қандақ ес тойғы дап қойды ғой бізді. Шула қандақ болды шуланы айтпасыңыз? С 5 лет я на сцене, я это очень хорошо помню. Я помню, у меня было этлес платье и тюбетечкой такая, и перевязанная. Я танцевала андижанскую польку. Өзбек халқынікі ұсылы дейсіз. Андижан полкасы деп қойды бізді. Андижанскую польку танцевала, и как бы я с детства была такая вот, как можно сказать, такая пацанка, такая боевая, и мне этот танец был к лицу. Прыгучий, потому что я была такая гиперактивным ребенком. Ну, я думаю, сейчас, по-моему, такая же я и осталась гиперактивная. Вот, и в процессе танца я поняла, что это моя жизнь, это моя деятельность в будущем. И я просто фанатела от этого. И дальше стала продолжать учиться искусство хореография. Шу уақытта қараң, 5 yaşыңызда мұшы өзбек халқыныкі Андижан полкасы білән шықтыңыз сәхінге. Оныңдың кейін тейхіміздің қызықшыңыз, тейхімі өрләп кетті деп атсыз ғой. Әнді мұшыны өзбек халқының кейін өзіміздікі ұйғырыныкі милли ұсылырын ойнап шықтыңыз ма? Ойнап шықтым. Бірінші ұсылым – это нағыр ұсыл. Аккомпанировал сам отец мой, нағыр, да. Он сам делал эти инструменты, он натягивал, прямо это все происходило на глазах, все эти барабаны, он сам мастерил. Вот. Так как он закончил Чайковского, и он играл на сурне, инструменте сурне, уйгурский инструмент, и его ученики, они играли на награ. Дадыңыз өзі сүрнайды ойынды, қышетке оқуғычылары нағырлады ойынды дейсіз. Әмде ұсылыны кім сәхінләштірген сізге? Дильбереде Пахридинова. Дильбереде Пахридинова. Да, Дильбереде, она приезжала, она давала нам уроки хореографии уйгурских танцев, вот, и постановка была Дильбереде. Яқшы, әмді сізнеке азыр өзіңіз айылыңыз тоғырлық етіп өтіп кеттіңіз, дадыңыз, мұныңын әткенде азыр өзі сәнәтінің адымы. Өзіңіздің апыңыз немеш қылды сізді, немеш қыған? Сәнәт еқін болған кіші болған му? Мама была просто, наверное, скорее всего, правой рукой папы. Помощь, да. Она швея, она шила. Она шила костюмы, она помогала ему вести эти программы, так как она хорошо владела уйгурским языком, потом хорошо знала русский язык. Вот, вела программу на 3 языках, была конферансье, просто вела концерты. Ну, также мама и шила все эти костюмы. Поэтому у нас был такой тандем. Ну, вот
такой вот творческий процесс был, и в таком творческом процессе я Yaxşı. росла. Hazır siz sözünüzü yəni etib ötkətdiniz. Sizniki ailənizdə bir qız, iki oğul deb. Əndi siz mana özünüz dadınızdakı yolunu qoğulab sənət tərəf mağdınız. Sizniki iki akınız bu sənət yolunu qoğulab mağdımı? Qası yolda ketdi bular? Чуть-чуть, да, они поменяли свою деятельность, они поменяли свою профессию, но начиналось, мы все росли в ансамбле у отца. У меня старший брат играл темберде, а средний брат играл чаңда. Вот, такой самый сложный инструмент, очень такой тонкий, да. И остальные все двоюродные братья и сестры, у нас такой был как бы семейный ансамбль, играли на любых инструментах. Кто-то даб играл, кто-то играл на равапе. В общем, у нас была такая музыкальная семья, и в этом ансамбле я танцевала. И еще две двоюродные сестры мои тоже танцевали. Usulçu болған дейсіз ғой. Yaxşı. Әнді Ямір менің қойар суалым, сіз мана 3 yaşыңызда мына usul hayatыға келдіңіз, usul yolluğu түштіңіз, сәнәт yolu келдіңіз. Мұш жыл есінеке usul yolda кеватқаныңызға қанша жыл болды? Қанша жыл болды сіз сәнәт yolda кеватқаныңызға? Но если посчитать с того момента, когда моя нога вступила на сцену, это получается до сегодняшнего дня 35 лет. 35 жыл болды сіз мана мұш кемгечан сәхнеде ойнырап боп мана кеватсыз да. Яхшы. Әнді сізнеке яны usul тоғырық соғырадығына менеке өзіңіздеке азырқи шоу балетіңіз тоғырлық. Шоу балетіңіз қандық мақсат ечілді? Қанчын жыл ечілді? Ечілға вақтыда нәтші нәпер балла білен башлаған деп едіңіз? Шоу тоғырық сөйлеп өтпәсіңіз бізге. Когда я съездила в Турцию на повышение квалификации, на мастер-классы, оттуда я приехала, и у меня возродилась такая некая режиссерская, можно сказать, работа как балетмейстера, создать небольшой такой театр. Өзіңіздіңке шәхси бір театр ашқан. Театр. Ош сізді арман болған мұ? Шо етшіш, я шо Турцияға беріп кәгенден татып ішчіңіз бір нәрсе ойғанды мұ? Ну, скорее всего, наверное, оно у меня было заложено, но просто воплотить это Қиын болған идею, дейсіз да, ғой? были кое-какие-то трудности жизненные, поэтому, но после того, когда я съездила, я поняла, что это мое, и мне надо это сделать, и я создала шоу-балет. Шоу-балет сюжетных танцев, мини-спектакли, красивые. Там были разные национальности, танцев разных народов, и уйгурские, и узбекские. Была и современная тема, но больше направления, конечно, я полюбила эстрадных танцев направление, потому что народные танцы — это моя жизнь, это основа, это мое детство, но в дальнейшем, да, я нашла свое развитие в эстрадных танцах. Эстрадные танцы, современные танцы, потому что я считаю, что танцы как мода. Дұрыс дейсіз. Азыр қараңыз, сіз әм халық ұсылы вә эстрада ұсылы деп ішкі бөлдік дейсіз ғой. Халық ұсылы бен эстрада ұсылыныңки бір пәрқі ба мұ сіз үшін? Қандақ бір пәрқі ба ішкісінеке? Қиынарақ мұ? Қайсыз қиынарақ болды сізге? Халық ұсылы мұ, яғни эстрада ұсылы қиын болды мұ? Ну, конечно же, есть разница. Ну, разница небольшая, но в плане, что все-таки фольклорные танцы, они больше академические, больше на сцене, больше, наверное, ритм такта, потом выдержанность, имеется в виду наследие какое-то в танцах. Эстрадные танцы все-таки это фантазия режиссера или постановщика, хореографа, который он ставит, и подстраиваться под, наверное, под публику, под народ. Да, заманға лайық қып шықырды дейсіз ғой. Әмді халық ұсылыр деген, о бізнеке аты болдığımızды қып қаған халық ұсылырыны шу қипен рамкадан шыққама мүшкем да, это наследие. Замануи ұсыл дегеніміз салқы заманға бекіп, қазіргі вақытқа қарап, шыныңға беғініп келген, өзгіріп тұрған бір ұсылыны бір қияпыты да бесапылсақ болды, дұрыс. Рахмет сізге. Әнді менеке бір қоялым суалым, сіз өзіңіздеке мұны шоу балетіңіз соғырық. Қазіргі вақытта қанша нәпер ұсылшысының қолыңызда, қанша нәпер баллан тәрбиелеп
Өзіңіз бір ұстаздық қылдыңыз ма? Мушкемгече мана 35 жыл сіз мана ұсул, яғни болмаса сәнәт жолда келіп чоңды бір мынаған айтканда чоң ұстаз десек болды да. Шуның үчүн ұстаздық қылдыңыз ма? Сіздің оқучыларыңыз бармы? Ошолардан ки исемлерин атсаңыз, атыгыдай болор болса кыйын мархамат. В данный момент у меня в шоу-балете 5 человек. Вот. Азыркы вакытта Да, 5. и до сих пор я действующий танцор. Өзіңіз ме ойнап атсыз дейсіз? Да, как говорится, я умру на сцене. В общем, я до сих пор танцую, поддерживаю ребят. Также ребята, которые со мной работают, они ребята, которые приезжают со всех частей нашего Казахстана, приезжают на обучение либо в эстрадно-цирковой колледж, либо они приезжают учиться в Селезнево. И вот этот период, какой-то период, то, что они учатся, года 3-4, я как их наставник, как руководитель, ну и как-то такая финансовая небольшая помощь, подушечка, которую поддерживаю ребят, ну и в то же время такое даю хореографическое воспитание. Потому что это немаловажное. Человек творческий, он должен быть и начитанным, он не только должен уметь танцевать, но и быть очень рассудительным и, наверное, все-таки логически правильно мыслить. Да, потому что это, ну и, естественно, этика и эстетика, потому что многие ребята приезжают с аулов, с каких-то, ну, скажем, можно сказать, очень-очень далеких, вот, можно сказать... Езлардан келді дейсіз ғой. Шыланы тәрбиелеш, шыланы ки мұны дұрыс yolға, мұны шәні ішіді болған этика, эстетиканы үйгітіш сіздің қолыңыздың келеді. Рахман сізге, әжайып кәнді. Әнді менеке ең бір сізге қойдаған суалым, сізнікі мұшы қазір шоу балетіңіз мұндан әткенде пәқатлы ұйғыршы сұламыз, яғни заманға лайық, bizde orta bitken современный танц деп қойдық, bizde заманға лайық ұсылан ойнап келсіз. Әшінің ішінде өзіңіздікі сәхіләштірген, мұшкемкічен өзіңіздікі яқшы көген бір ұсылыңыз ба мұ? Мана менеке мұш қойған ұсылым мұштақ егетті дегендек. Қазір сіз өзіңіз, яғни рекорд гиннесқа кірдген өзіңіздікі бұнды ұсылыңыз ба? Оныңдың сырт, яғни қанақ ұсылырыңыз ба? Өзіңіз сәхіләштірген, өзіңіз шетеп шыққан. Сәхіләштірген ұсылырым, ну, конечно, это восточная тематика. Восток. Шарк усулы деп қойдық бізде. Шарк усулы. Почему мне эти танцы тоже, я в них влюбилась, потому что это все-таки грация, красота, женственность, некий такой темперамент. Поэтому очень тонко выраженное, как говорится, Восток это делает тонко, поэтому в восточных танцах очень тонко выражены движения, очень. И чтобы разглядеть эти движения, увидеть, это надо действительно быть таким, не только специалистом, но, скорее всего, наверное, с моей стороны человек должен, с моей стороны, наверное, все-таки думаю, что человек должен влюбиться. Тот человек, который не знает искусства, да, влюбиться в искусство, да, преподнести его красиво, преподнести его в каких-то рамках, да, допустимых. Вот, поэтому я думаю, что восточные танцы, они вот и дают вот такую изюминку. Вот. Но и так как основа у меня была заложена уже от народных танцев, мне было легче освоить. Ених болды дейсіз ғой, чем халық ұсылы қарағанда, азырқы мұны сіздің әкет баған шәрік ұсылыры сізге сәлі ених түшті деп ойлайсыз. Да, абсолютно правильно. Рахмат Айнурада. Әнде Айнурада сіз тоғырлық бізнеке түшірілім топи, сіз тоғырлық әжайып бір репортажы сайырлапты. Қені бірлікті көрелі. Мәрхамет экранға.
Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Yusupova Madina. Ikki qizimni Intizor bilan Irada, Ayupova Aynura ustozimiz bilan 1 yil bo'ldi akvatinga. Я очень благодарна нашему учителю. Мои девочки очень выросли в творческом плане. Хочу сказать огромное спасибо. Здравствуйте, меня зовут Лиховецкая Анна, я являюсь мамой Саукитаевой Амины. Мы ходим больше полгода к Айнур Абдрахмановне на танцы. Мы очень довольны танцами, постановкой хореографии. Желаем Айнуре и ее творчеству дальнейших успехов, процветания и крепкого-крепкого здоровья. Всем здравствуйте, я Анна Чеботарева, мама Насти Чеботаревой. Хочу выразить огромную большую благодарность нашей Айнуре за то, что она действительно ставит прекрасные номера нашим детям. Наши дети участвуют во многих конкурсах, завоевывают первые места. Вот. Мы ходим уже на танцы более 4 лет. И нам очень все нравится. Ребенок у нас принимает участие не только в конкурсах, но и танцует на свадьбах, на юбилеях. Поэтому большое спасибо Айнуре. Хотим пожелать ей счастья, здоровья и чтобы подольше она была с нами, учила наших деток. Здравствуйте, меня зовут Самбат Булатовна, я являюсь управляющей Wake Up Studio. С Айнурой Абдрахмановной мы работаем около 4 лет, ценим в ней жизненный опыт, профессионализм, очень рады, что у нас есть такой педагог. Дети у нас растут на глазах, работают, развиваются, что для нас тоже очень важно. Это все благодаря Айнуре Абдрахмановне. Айнуре Абдрахмановне я желаю счастья, творческих успехов, вдохновения, побольше интересных проектов и также долгих лет жизни. Ajoyib bo'libdi Aynurada. Shundaq maktablaringizni ko'rdik, o'quvchilaringizni shundaq ko'rdik. Endi Aynurada meniki ham bir savolim. Endi o'zingizniki oilangiz to'g'riliq. Qancha bolangiz bor? Sizniki mushu hozirgi bolalaringiz sizniki yo'lingizni tanladimi? San'at yo'lini tanladimi? Shu to'g'risida o'tib ketsangiz. Ну, начну с того, чтобы Худайдың берген бір тал балам ба, бір тал оғлым, бір тал оғлым. Әмде еще, конечно, не женат, ждем, когда женится. Жду очень внуков, внучек, все время мечтаю, буду с ними заниматься, конечно, в первую очередь творчеством, чтобы дети занимались, чтобы они развивались. Вот. И я замужем, нас в семье 3. Конечно, хотелось бы и побольше, но, скорее всего, я, наверное, свой путь, жизненный путь отдала своему творчеству. San'atga berilgan insonsiz. Endi meniki ham bir qo'yar savolim, endi sizniki oldingiz qo'ygan maqsadlaringiz. Birinchidan, ikkinchidan, hozirgi vaqtda bolalarni tarbiyalayapsiz hozirgi vaqtda. Meni anglashim bo'yicha sizniki, mana hozir yani videoda ko'rdik, siz mana cho'ng bir maktabda ustozlik qilyapsiz. Shu to'g'ri. Абсолютно правильно. Самый любимый мой возраст, наверное, детки от 5 лет. Потому что самый чистый, они ангелы для меня. Периштелерим дейсиz го. Да, да.
И когда им начинаешь что-то рассказывать, показывать, вот они прям на тебя как на Бога смотрят. Знаете. Ну, естественно, конечно, энергетика очень чистая, позитивная энергетика. Я вот благодаря этим деткам, наверное, и мой возраст, наверное, приостановился. Несмотря, да, потому что практически полжизни я отдаю внимание этим деткам. И когда они добиваются каких-то успехов, я считаю, я не то что считаю, я знаю, что это и мой успех. Когда на сцене они берут какие-то награды. В данный момент я работаю в школе искусств, в моем подчинении больше 20 детей. Дети от 5 лет. И танцуют они эстрадные танцы. В этих танцах, так как у нас разная нация посещает школу, и поэтому акцентировать на узком специализации я не могу. Но даю сейчас хореографию, развиваю их, ставлю слух, растяжечка, идут у нас какие-то партеры гимнастические. Ну, естественно, конечно, мы выступаем, у нас вот конкурс ожидается, вот, и достаточно дети берут хорошие места. Не то, что республиканские, городские, международные, и я думаю, что после того, как вот были такие вот тяжелые времена, да, годы вот эти тяжелые, думаю, что мы уже намеренно, уже планируем поехать за границу и взять там тоже какие-то призовые места. Daim buyursa, aq yo'l sizlarga. Rahmat. Endi Aynurada sizga cho'ng rahmat. Bugungi suhbatimiz shunda qiziqarli bo'lyotdi. Endi bizniki buni Qozog'istonda turli ansambllar bor, usul ansambllari bor, usulchilar bor, yak o'ynaydigan, ya'ni show baletlar bor degandek. Shularga o'zingizniki fikrlaringiz, o'y fikrlaringiz, ya'ni deydigan bir so'zlaringiz bo'lsa, ekran orqali yo'llasangiz bo'ladi. Marhamat. Я хочу пожелать, дорогие зрители, дорогие родители, искусство — это самое прекрасное. Дети, которые ходят, танцуют или чем-то занимаются, творчеством — это самые добрые и открытые дети. Занимайтесь. Это здоровье, это мышление, это логика. Я желаю, чтобы вы были самыми счастливыми родителями, чтобы у ваших детей был успех, а у вас счастливая старость. Ajoyib, ajoyib. Shunday ajoyib qiziqarli bo'ldi. Aynurada endi bizniki usul shaydalar programmasida biz kelgan mehmonlarni o'zlariniki yakka usulsiz biz qo'yib beramaymiz. Endi kene ko'rarmanlar bilan sizniki chiroyli bir usulingizni qani ko'raylik. Rahmat. شاد شادم از غم بیازادم شاد 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 شادم از غم بیازادم ای دوست دارم بگی میخندی در بروی غم میبندی دوست دارم بگی میخندی در بروی غم میبندی ای شاد 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 شادم از غم بیازادم شاد 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 شادم از غم بیازادم ای دوست دارم بگی در بروی غم دوست دارم بگی ای در به روی غم ببندی ای دم و دم و دم و غنیمت زندگی آره محبت دم و دم و دم و غنیمت زندگی آره دوست دارم بگی در بروی غم دوست دارم بگی در بروی غم ببندی ای شاد 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 شادم از غم بیازادم شاد 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 شادم از غم بیازادم ای دوست دارم بگی میخندی در بروی غم ببندی دوست دارم بگی میخندی ای در بروی غم ببندی
Hürmetlik ekran altındaki körermen dostlar. Usul Şeydaları programısı muştumdan tamam oldu. Bugün bizden programda bulgan Aynura Ayıpova ve riyasetçi men İmran Bahtiyar. İnip de darlaşıkçan hoş, salamet bolaylı.